Сегодня из города Сухум мы прибыли в Санкт-Петербург не просто так. Будем общаться с одним из известных людей в Абхазии по своим достижениям, своим проектам и любви к нашей стране с Мусой Хабалевичем Игзековым. Муса Хабалевич, я очень рад вас приветствовать, видеть. Надеюсь на общение с вами открытое. Для наших телезрителей очень важно узнать вас как личность. Вашу любовь к Абхазии мы всегда чувствуем, ощущаем. И сегодня мы у вас в гостях. Дилар Аббат, Дирасбаши. добро пожаловать на Уру. Я очень рад встрече. Я благодарен, что заинтересовался таким проектом, заинтересовался командой. И добро пожаловать на территорию развития Гранд Каньон. Спасибо. Муса Хабалевич, первое, я хочу поблагодарить вас за этот прием. Хотя мы находимся далеко за пределами Кавказа, Абхазии, но я на себе ощущаю вот это гостеприимство кавказское. Благодарю вас. И начнем, наверное, с того, что здесь было 20 лет назад. Как вы вообще обратили внимание на это место? И о чем вы думали, когда вы строили это? Думали, что будет такой комплекс прям большой? Или просто небольшой торговый центр, с чего вы начинали? Чуть более чем 20 лет комплексу, а вот проект начинал около 25 лет тому назад. Пошла тенденция создания площадей для торговли. И эти площади были такие, знаете, вот, клетушки с очень узкими коридорчиками, что, конечно, обращало на себя внимание, какую-то вот такую вот скоротечность, дискомфорт. Здесь была бывшая ткацкая фабрика, 100 метров отсюда, скажем так. А здесь вот, именно вот здесь была неорганизованная свалка. И сюда завозили все, что угодно. И, конечно, тогда, когда, по сути, уже вот разрушенная ткацкая предельная фабрика была приобретена, уже думал о том, что на всей территории нужно создавать что-то такое, чего нету еще в России тогда не было, и тем более в Санкт-Петербурге. В первую очередь, конечно, в голову приходило то, что нужно создавать пространство, где люди себя чувствуют очень комфортно, где чувствуют заботу, любовь, уважение. Дальше уже, думая о том, какой же проект нужно создавать в Петербурге, я начал такой вот мыслительный процесс, а где человеку вообще комфортно, где он уверенно двигается вперед, вдыхая с каждым шагом больше и больше воздуха. И я не нашел ничего более, скажем так, точного, наверное, определения, как место, где я вырос. Село Красный Восток, Карачаево-Черкесия, большое ущелье, скалы, прекрасная река. Вот этот вот ответ, он, конечно, был таким решающим, наверное, да, что нужно создавать такое пространство прямое, где есть скалы, где есть водопад, речка, деревья, пальмы. В той части шла реконструкция серьезнейшая. Реконструкцию делать всегда намного сложнее и дороже. Чем строить, да. Да, а здесь вот создали с нуля проект, где в первую очередь мы не строили торговый комплекс, как везде строят торговые комплексы. Мы строили точно совершенно территорию развития человека.
Я начал работать у Мусы Хабальевича в 2003 году, а строительство самого Гранд Каньона оно началось в 2005 году. Построили его очень быстро. Это тоже был первым торговым комплексом в городе Санкт-Петербурге именно в таком формате. То есть какие-то торговые центры были, но они были, ну так вот, как бы сказать, для челночников. То есть там идешь, там эти сумки вот эти клеточные, известные челночные, все. А вот так для сетевых магазинов, для сетевиков федерального уровня, все это был первый торговый комплекс в городе. Даже в дальнейшем те торговые комплексы, которые строились, они строились как коробка, и внутри просто магазины, все. А здесь все это строилось по-другому. Здесь Муса Хабальевич отдал свою душу, показал свой вкус, свою любовь. Эти и пальмы, и речка, которая на третьем этаже, и водопад, который вниз идет. То есть для людей в то время это было такой, как бы вам сказать, сверхъестественное что-то, потому что это было все впервые. А если вернемся к тому, реки, горы, каньон, название оттуда пошло, да, из дома? Из дома вот совершенно точно, потому что ну, в бизнесе слово ущелье не очень подходит, а каньон, хоть иностранное слово, оно уже как бы такое в обиходе там всех. А теперь уже это большой бренд, потому что помимо того, что есть территория развития, есть еще и другие места, которые также называются. Да, Ну, да, у дворец, нас и гостиница, и мебельный центр. Была задача создать пространство, комфортную среду, где человек ощущает действительно заботу о себе, где человек приобретает душевное спокойствие, где человек отдыхает, где человек с семьей, значит, может здесь приходить и, в общем, заниматься собой. Там дети могут заниматься спортом, дети могут в кино сходить, семья может вместе сходить в кино. И даже в театр. Вот. Театр, это самый большой частный театр был когда-то, я не знаю, как сегодня, но театр, он очень технологичный, он очень современный. Тоже использовались как и каток, как и ледовая арена, использовались все лучшие технологии. Кстати говоря, вроде как каток простая затея, вроде как легкий проект, но мы, прежде чем начинать проектировать, опросили сотни фигуристок, сотни хоккеистов, много тренеров по обеим видам спорта и родителей, детей, которые занимаются в разных секциях. Да. И везде было сказано, что везде были две раздевалки, вроде куда проще, две раздевалки. Все сказали, ну вот особенно фигуристки сказали, пожалуйста, сделайте 4 раздевалки. Почему? Потому что после того, как хоккеисты позанимаются, и они переоденутся, в раздевалку заходить невозможно после них. Поэтому сделали фактически отдельную раздевалку, но ее несложно делать. То есть такие элементарные простые вещи заложить в проект изначально несложно. Успех катка в том числе, что были учтены все пожелания тех, для кого это строим. Создание ледовой арены Гранд Каньон, оно было логическим продолжением разработанной стратегии экзекова Мусы Хабальевичем по созданию уникального пространства в рамках территории развития Гранд Каньона. Обеспечивает петербуржцев и особенно детей максимальными возможностями для физического и духовного развития. В 2010 году, когда, собственно, открывалась данная арена, в Петербурге был большой дефицит площадок, где можно было бы профессионально заниматься как фигуристом, так и хоккеистом. И вот еще тогда, в 2010 году, сразу был ориентир, что данный объект у нас создается, в большей степени ориентирован на развитие детского спорта, что здесь будет базироваться школа фигурного катания и детские хоккейные клубы. Основателем и инициатором вот этого проекта является экзекутив Муса Хабальевич, но при открытии ледовой арены также огромную поддержку оказывали легенды спорта. Это Владислав Александрович Третьяк и Тамара Николаевна Москвина. Еще не было постройки сделано до конца, понимаете, а мы уже, лед был. И поэтому мы уже постепенно начинали, как говорится, и кататься, и показывать, что мы хотим, и ему то же самое объяснять. Человек, который понимал очень хорошо. Он мне задавал вопросы, я ему просто отвечала, как по фигурному катанию, что надо и как надо. Пытались сделать так, чтобы ему нравилось, понимаете? Поэтому человек очень, как говорится, хороший. Школа фигурного катания «Династия» была основана уже 16 лет назад, в 2010 году.
И так совпало, что в этом же году была открыта ледовая арена Grand Canyon Ice, и получается, что у нас вот день рождения практически совпадает. Вот, то есть начали мы именно с этой арены, и так мы в итоге здесь только и базируемся. Основатели – это Людмила Станиславовна Смирнова, серебряный призер Олимпийских игр в Саппоро в 1972 году, и ее дети – Уланов Николай и Уланова Ирина. Они тоже мастера спорта, поэтому, в принципе, школа и называется «Династия», потому что вся семья, все фигуристы. Мы организаторы сами соревнований, устраиваем здесь же, как раз на ледовой арене Grand Canyon Ice, устраиваем соревнования 5 раз в году. Это межмуниципальные соревнования, и приезжает у нас достаточно много народу, по 400 человек на каждое соревнование со всей России. И, соответственно, дети наши участвуют в наших соревнованиях. И плюс, естественно, выезжают еще на городские какие-то соревнования. Наши дети являются также участниками всероссийских соревнований. И международных тоже, когда это была вот возможность. За 15 лет из тех, кого вы воспитали, сегодня есть спортсмены, которые уже добились много чего, которых мы могли бы слышать? Есть кандидаты в мастера спорта, которые выигрывают всероссийские соревнования. Вот на данный момент у нас на льду катается Антонова Тамара. Много чего выиграла, и ее знают в горном катании. В 2019 году Совет ветеранов вышли с такой внутренней инициативой о возобновлении истории, возобновлении клуба и предложили мне возглавить этот проект. На тот момент в ледовой арене Grand Canyon была команда с одноименным названием Grand Canyon. Они участвовали в первенстве Санкт-Петербурга командой своей. В тот момент Лев Владимирович Дерягин возглавлял это направление. И как раз он и меня и познакомил с Мусой Хабальевичем. И знаете, с первых минут разговора, так как Муса Хабальевич человек от спорта, скажем так, Да. он сразу понял, в чем вопрос. И на самом деле тот масштаб, который существует сейчас, это во многом заслуга его. Потому что он в тот момент еще сказал, что если это делать, то надо делать хорошо, качественно и надолго. И с этим посылом, скажем так, мы и начали возобновление истории хоккейного клуба молодежного «Спартак». Начали с детской школы, начали с 2 возрастов, это порядка там 30 человек, там 40. Сейчас этот хоккейный клуб насчитывает 250 человек. В 2019 году, когда нас познакомили, когда мы начали этот проект, знаете, есть такое выражение, когда победу обеспечивает тот человек, который тебе верит. И вот этот человек, как раз Муса Хабальевич, который поверил в это все, который подставил свое плечо, который во многих направлениях помогает. Причем это абсолютно такая бескорыстная, добрая помощь детям, которые хотели бы развиваться в направлении хоккея. Первый выпуск сейчас у нас уже работают помощниками тренеров. То есть это такая долгая история с перспективой дальнейшего развития жизни в этом, внутри Гранд Каньона, внутри хоккея. И это из года в год идет. Наши выпускники играют в командах МХЛ, это молодежная хоккейная лига, в КХЛ, в НХЛ у нас есть представлены воспитанники. Уверены, что это будет иметь продолжение дальнейшее и на долгие года, потому что с таким человеком, как Муса Хабальевич, рядом чувствуется такая, знаете, опора и надежность, которую тебя он берет так под свое крыло и двигает в направлении, в котором нужно идти. Когда мы создаем проект, например, Grand Canyon, конечно же, мы закладывали подсознательное и сознательное ощущение наших горожан, петербуржцев, гостей, чтобы они приобретали для себя здесь ощущение своего дома родного. Я там прогулялся и увидел, что для ребенка есть все, начиная от дошкольного возраста, правильно? Да, да. Там он вырастает, а потом идет кататься на коньках или там, я не знаю, заниматься хоккеем. Все есть для развития. Расскажите, пожалуйста, когда вы строили вот именно эту часть, вы думали о том, что это будет настолько востребовано и важно? Я вот добавлю 2 штриха в целом по философии проектирования и создания Гранд Каньона. Это очень важно, потому что такой подход, он был редкий тогда,
когда сделай человеку хорошо, сделай ему комфорт, сделай ему, чтобы он мог здесь отдыхать, приходить в себя, чтобы, не знаю, там, семья здесь могла бы найти там душевное равновесие. Только потом, когда человеку хорошо, он может принять решение, он может в ресторан сходить, там, в кино, пойти что-то вспомнить в хорошем настроении, что ему чего-то не хватает, да, там, ему что-то надо купить, не знаю, посуду, там, одежду. Вот. И такое отношение, оно как бы живет и будет жить очень долго. Подход должен быть все-таки через уважение, через любовь, через заботу и создание таких больших пространств, не узких каких-то коридоров, непонятно для кого и для чего, а пространство, где человек действительно видит место жизни, комфортной жизни. Это первое. Второе. Если говорить про дивный город, у меня 6 детей, и я сам ощущал такие испытания не очень комфортные, когда надо было, чтобы ребенку что-то купить, не знаю, там обувь, пару обуви. Надо было весь город объехать, может быть, даже не один день, а 2 выходных потерять. В центре города машину не поставить нормально, припарковаться, прийти и в не очень комфортных условиях, и не найти ничего. И уйти, да, и уйти. потерять А ребенка таскать весь день по городу, где он мучается, дети же быстро устают. Пройдя вот через вот это все, сформировалось понимание, видение того, какой мир нужно создать для родителей, для детей, чтобы все, о чем я сказал, чтобы происходило в радости, в отдыхе, в развлечении, в развитии. И в этом смысле, конечно, и создание Гранд Каньона было видение и понимание того конкретно, что хочется создавать, что нужно создавать, буквально до гвоздика. Что касается дивного города, там еще точнее. Было вот все очерчено вплоть до того, что как город должен выглядеть, из каких материалов он должен быть сделан, какие технологии, как это все будет отражено. Там присутствуют цвета, например, которые успокаивают нервы, цвета, которые, наоборот, наполняют доброй энергией. Очень важно было действительно создавать пространство, где детям можно купить, во-первых, все, что им нужно, но это маленький вопросик, главный вопросик. Дети, где могут общаться, в этом городе дети всегда улыбаются, всегда смеются, и они приобретают вот это невероятное ощущение, что мир ведь может быть таким, да. где мы все друг другу улыбаемся, где мы счастливы, где мы начинаем дружить, и где мы развиваемся. Мы ходим в театр, мы ходим в школы дошкольного развития, называется, да, они очень сильные. Там очень много интересных проектов, музеи, и, конечно, особенно по выходным, любой может приехать, ребенок, любая семья может приехать в дивный город, и они могут бесплатно научиться многим навыкам, что мы в своих проектах делаем. Дивный город уже работает, как открыли, наверное, лет 13 назад. То есть за эти 13 лет еще никто в городе не сделал именно где и детские магазины, и детские развлекательные центры, вот все вместе, что было. Да, есть там зона детских магазинов, да, Всё там по есть отдельности. отдельно, да, там зона, там, и то там магазина 3-4, может быть, для детей, или там 2 развлекательных центра для детей. А здесь практически весь первый этаж под дивным городом, там 2 крупных, Джеки Джо и Волшебная миля, и весь сверх территория, там около 20 тысяч квадратных метров, именно отдана под детей. Там и развивающие классы, и для совсем маленьких детей, театр, город профессий, то есть там все. А если говорить про театр, который есть там, понятно, для детей кинотеатр и прочее, но театр детям обычно неинтересно смотреть, если их берут там какие-то детские представления. А здесь я спросил, у них на целый год уже расписано все. Там даже это иголку не просунуть, настолько все плотно. Любой член команды очень подробно может рассказать. Команда у нас очень серьезная и очень продвинутая. В течение года в стенах территории развития Гранд Каньон, в том числе в дивном городе, у нас проходит более 150 событий гуманитарной направленности. У нас имеется генеральное соглашение с известнейшими музеями федеральными, музеями России, как музей Пушкина, Рериха, политической истории России.
кунсткамерой. Вот это сотрудничество с Кунсткамерой, да, где мы сегодня находимся, ему уже много лет. Но дело в том, что вот этот путь, который мы прошли, его в первую очередь прошел Муса Хабалевич Экзеков. Это вот по жизни его интерес к науке, его интерес к этнографии, это его взаимоотношения и дружба со многими университетами и музеями Санкт-Петербурга. И вот именно этот такой естественный для него жизненный путь привел нас к тому, что мы сегодня сотрудничаем с Кунсткамерой, мы сегодня сотрудничаем с музеем Суворова, с музеем семьи Рериха. То есть это все подписанные соглашения, это все уже действующие проекты, которых очень много, и мы их реализуем на протяжении многих лет. Вот вдоль речки мы выставляем не только вдоль речки, в фойе театра, на разных этажах. Да, иногда бывает, что там 3 выставки одновременно известных музеев. И вот у нас эти выставки, они, конечно, не бесплатные. Даже коллекция, например, Рериха у нас больше, чем в самом музее. И в этом смысле наши горожане, наши гости Санкт-Петербурга, они естественным образом просвещаются, естественным образом развиваются, по-новому влюбляются в страну через вот это искусство. И это очень, на самом деле, это очень благородно, это очень естественно. Это, ну, вот, мне кажется, такую возможность иметь каждому человеку Хотелось бы, имеет конечно. большое значение. Я вчера заходил, где попугаи были. И, может, даже много стран ты объездишь, посмотришь, но вот в таком количестве попугаев, которые садятся на тебя, ты их кормишь, контактируешь с ними. Но я пока не видел. Это тоже ваша идея была? Ну, слушайте, одно к другому. Это такой естественный мир, действительно, где с каждым днем появляются новые идеи. Мы постоянно открываем, опять же, да, школа балета, школа художественной гимнастики. Лидер спорт был создан и открыт 15 апреля 2005 года. То есть практически 21 год назад. История создания достаточно интересная. Был развлекательный комплекс большого размера. Тогда на территории недостроенной ткацкой фабрики «Заря», насколько я помню, называется ткацкая фабрика, еще до появления Гранд Каньона был большой развлекательный комплекс. И так сложилось, что, познакомившись с руководством этого комплекса, я им предложил, а поскольку у них была огромная территория, я говорю, не хотите ли вы открыть фитнес? Они этим делом заинтересовались, и именно в это время им было предоставлено еще дополнительная территория для развития. Они не знали, чем ее занять, а тут вот такое предложение. И тогда совместно мы пришли к Мусе Хабалевичу и предложили это дело. Он говорит, вот такие-то площади, можете ли накидать? Я нарисовал, как это должно выглядеть примерно по планировкам. И во время разговора обсуждения сказал, что может получиться фитнес-клуб с самым большим тренажерным залом в городе. На вопрос, будет ли это самый большой фитнес-клуб в целом, я вынужден был ответить, что уже нет, поскольку недавно открылся вот такой-то клуб, он несколько больше. На что Муса Хабалевич сказал, а если мы еще выделим вам дополнительную площадь? Я сказал, тогда будет самый большой. Давай-ка нарисуй в таком формате. И так запустился процесс создания фитнес-клуба «Лидер спорт». И он является в значительной степени незаурядным, потому что у нас, к примеру, очень развито направление единоборств. Я думаю, такого нет, наверное, нигде в России, если рассматривать именно фитнес-клубы. У нас 5 залов единоборств, суммарная тренировочная площадь только 1000 метров. И это помимо еще зала функционального тренинга, помимо тренажерного зала, который у нас тоже большущий, там 1300 метров. То есть у нас, в общем, конечно, экстраординарные условия созданы. Несколько залов для групповых занятий тоже очень больших. Один из залов единоборств, мы, кстати, вот в нем сейчас находимся, большой зал с боксерским рингом олимпийского формата, как бы настоящий, но как на таких рингах проводятся международные соревнования самого высокого уровня. И помимо всего прочего, у нас большое количество детей занимается. И вот здесь сложно переоценить роль Мусы Хабалевича. Мы детские секции открыли буквально с самого начала, но на определенном этапе Муса Хабалевич сказал, давайте мы вот как-то это все на другой совершенно уровень выведем. И сейчас это у нас называется детская спортивная академия «Лидер спорт», которая занимается много сотен детей. Я сейчас не хочу называть точных цифр, но это реально многие сотни. И за время существования клуба было выращено, можно сказать, в наших стенах очень большое количество спортсменов самого высокого уровня, включая чемпионов мира по разным видам единоборств. Мы подсчитали, что у нас в среднем наши дети завоевывают порядка 1000 медалей ежегодно различного достоинства. И что важно отметить, эти дети, которые хотят заниматься спортом, они вот активнейшим образом выступают. Но это совершенно не мешает в этих же секциях тренироваться и заниматься большому количеству детишек, которым, ну,
по каким причинам этого не хочется. Они не хотят выступать. Но мы даем им возможности в тех же секциях, они активным образом развивают себя, гармонично в целом развиваются. Как бы. Поэтому это такая универсальная история. В чем преимущество в определенной степени фитнес-клуба в сравнении с обычными детскими спортивными школами? Там конкретно все нацелено на результат. Если ребенок приходит, он обязан практически выступать на соревнованиях, потому что если он этого не делает, он не перспективен, не интересен там, и все остальное. Здесь все по-другому. Занимаешься, как тебе хочется, можешь заниматься для себя, как это говорят, а можешь заниматься с целью достижения серьезных результатов. И как мы видим, одно прекрасно сосуществует с другим. Даже в рамках нашего фитнес-клуба у нас воспитано, как я уже сказал, огромное количество спортсменов высочайшего класса. У нас сейчас 15 направлений, и в рамках этих направлений существует 21 секция. То есть это реально большое количество детей, которые занимаются. Ну, естественно, база фитнес-клуба «Лидер Спорт» еще создалась, это взрослое направление. У нас занимается несколько тысяч человек одномоментно, поэтому за 20 лет, за 21 год у нас прошло через наши стены очень большое количество людей. То есть есть чем гордиться. Так сказать, детище, в которое вложил свою душу Муса Хабалевич, потому что он ко всему относится именно так. Одна из его основных вот таких вот черт, он везде хочет видеть что-то светлое. Надо создавать обстановку в клубе, чтобы люди приходили и были исключительно положительные эмоции. Они приходили туда для того, чтобы становиться лучше, добрее, светлее, как бы, да, и вот это является, ну, сказать, ключевым моментом. Что-то такое, что является очень, на мой взгляд, гармоничной составной частью той самой территории развития Гранд Каньон. Вот на территории Лидер Спорта, да, вот на этом участке идет развитие в плане физических качеств в основном. В то время как весь комплекс Гранд Каньон представляет возможности для развития абсолютно разных, так сказать, направлениях. Вот эту нишу, так сказать, эту задачу выполняем здесь мы. Здесь все учтено на самом деле. Здесь поют птицы, здесь фонтаны, имитация люков, как в настоящих городах. Это улица Талантов, площадь встреч. Каждый дом обозначен номером. Это все воплощение настоящего естественного города. Когда вы думали о том, что будете создавать, вы с кем-то советовались, или это вот только вы сами решили? Со Всевышним советовался. На самом деле творчество, оно как бы всегда там далеко от вас идет. исходит. Слушайте, ну идеи, да. Вот фасады, если вы обратите внимание, это Австрия и Германия. Вот это Мавритания. Там фасады итальянские. Вот эти все виды я фотографировал, когда ездил в маленькие города, где сохранились такие здания. И когда я видел уже проект дивного города в голове, четко уже сформировалось, нужно было находить специалистов, кто это может нарисовать. И я пригласил около 10 известных и мастерских, институтов, объявил конкурс, подробно рассказал, что должно быть, как должно быть, расписал буквально. Я фотографии показал. Прошел месяц, потом все собрались вместе, сказали, мы не сможем. Тогда я попросил руководителя Мухинского училища дать мне 2 лучших студентов. И я буквально, я, конечно, как они, я не могу писать картины, да, там, но по сути вот каждый вот квадратный сантиметрик, я вот их составлял в течение 2 месяцев. Все-таки они научились писать то, что я хочу. Вот эти фасады, они, конечно, это объемные фасады называются, если вы посмотрите. Это вот объемное дерево. Не знаю, там десятки километров этих вот таких вот прогонов, они все затерты так, чтобы дети не могли, не дай бог, там пораниться. Это колоссальнейший труд. И, кстати говоря, по фасадам тоже в городе только нашел один цех, одного бригадира, который не умел делать. Ну, пошел навстречу, да, сказал, что там готов научиться. И вот точно так же объемные фасады они не знали, не умели, как делать, но мы научились вместе, как это делать. Это был такой сложный путь. Небо. Нигде нету технологий. В Москве. Только на одном предприятии, которое вот тоже собирались закрываться вроде как, ну, нам удалось вот это вот нарисовать, вот это все. То есть технологическое исполнение было сложнейшим. Еще чтобы света было побольше, мы, естественно, рассчитывали свет от магазинов тоже. И вот нам пришлось спрятать свет, так как сверху мы не можем, на небе же нету лампочек. Да.
на небе есть звезды ночью, а мы ночью... Как говорится, детально все спим. продумано. Очень детально, буквально вот здесь нету мелочей, все очень все в деталях. Вот это все, это вручную все сделано. Это вот конкретно все, что здесь есть, все сделано вручную. Окна, как в настоящих домах. Точная копия всего, что есть вообще в жизни нашей. Да. Да. А по поводу дошкольного образования, как вы набираете персонал, который с ними работает? Вы знаете, это тоже одна из школ, известнейших здесь. Создали тоже 3 молодые женщины, которые искали место, где могут их детей научить, вот, подготовить хорошо к школе. Искали, не смогли найти то, что они хотят. Они пришли ко мне, говорят, мы знаем, как надо детей готовить. Можно мы у вас там 20 квадратных метров попросим и будем детей готовить, детей наших друзей? Я говорю, конечно. Сегодня они настолько развились. Это стало системой такой очень продвинутой школы. Они подключили университетских профессоров. Они создали учебники специальные, их учебники, которые сегодня имеют большой спрос по всей России. Закупают и на Кавказе, и даже в Сербии там запрашивают. Это вот эти 3 человека, которые Эти 3 пришли. человека, да. Поэтому здесь вот вокруг конкретных действующих ребят, как магнитом притягиваются там такие же ребята со своими идеями, со своими талантами. И вот музей кто создает? У нас вот музей Бестиариум. Ну, настолько талантливые ребята. Боже мой, думаю, что вот откуда у них это все появляется? Ну, значит, они глубоко живут вот в этих интересах, в этих вопросах. Когда люди, они неординарные, они умеют это все видеть и не только видеть, но и создавать. Таких у нас здесь много талантливых людей. Вот. Поэтому для нас очень важно, вот, в первую очередь, что мы делаем? Мы создаем идею, мы создаем вот эту вот красоту, наполняем тоже. Понятно, что каких партнеров нужно искать. У нас мы арендаторами их не называем, это партнеры. Настоящие партнеры, которые действительно являются профессионалами в своем деле. И в этом смысле, конечно, свет к свету тянется. Да, и что самое важное, у них есть возможность здесь и развиваться, и получать какие-то уже в будущем. Безусловно. Да, свои какие-то идеи воплощать. Это очень важно. Вот у нас есть Скейтбург, город профессии, например. Он открылся в России. Первая площадка у нас, они открылись. Это где дети на себе могут почувствовать, да, кто пожарник. Да, профессия, да, абсолютно. Это именно вот этот город. И они очень гармонично вписались в целом. Для нас они 1% всего того, что есть. Потом начали открываться в других местах. Говорят, не пошло. Я говорю, вы же в городе здесь находитесь, где есть на самом деле много-много очень интересных идей, они воплощаются в лучшем виде. Гранд Каньон — это такое очень хорошее, качественное, естественное продолжение, гармоничное продолжение культурной столицы нашей великой страны. У нас более 15 скульптурных композиций здесь. Наверное, у нас единственные фонтаны, которые круглый год работают. Вы архитектуру очень любите, как я понял, да? Послушайте, дело в том, что такое скульптура прежде всего? Это энергия, которую мы закладываем в эти формы, и таким образом мы несем вот свое тепло людям, свою заботу. Это все-таки излучение тепла, любви, энергии. Мы счастливы, кстати говоря, что встретился такой известный скульптор, очень талантливый, Костя Горопач. Я уже не объявляю ни конкурса, ничего, я все с ним делаю, потому что у самого энергетика хорошая. И главное, он слышит каждый нюанс, каждую деталь. И вот с другим у меня бы это не получилось. Знаете, вот сейчас, когда смотришь на территорию этого развития, уже даже забываешь, что там было раньше. Вот, допустим, там, где пешеходную зону сделали, там вообще ужас. Там была стоянка автомобильная, а там, где были тротуары, тоже ставили машины. И когда мы начали вот эту стоянку убирать и делать там пешеходную зону, жители вздохнули, мы хоть окна, говорит, сможем открывать, потому что там реально 300-400 машин стояли, причем она не была как автомобильная стоянка, то есть там это были газоны, и дальше уже вот эти машины все так ставили, уже ни травы не было, ничего, просто вот земля, пыль, и еще когда там машины заводят, все вот эти пары, газы шли, как бы,
И вот, то есть дали им возможность еще открывать окна. А сегодня это красивая зона, вся зеленая. Вот, дождь, снег, можно спокойно идти, не намочиться, комфортная дорога. Затем и мебельный центр, и ледовая арена, и отель. То есть все это вот на наших глазах, и все это мы видели, с какой душой делал это все Муса Хабалевич. То, что мы видим, это дорога от метро до Гранд Каньона. Да. И она была сооружена вами. Да. Да, это ваш проект. Расскажите, пожалуйста, в каком году это все было сделано, и вот ваши идеи, они воплотились в реальность? Здесь вообще был бардак, много киосков. Когда люди узнали, что в скором времени будет открываться такой большой проект, как Гранд Каньон, самый крупный на тот период в России, то киосками, значит, вот заставили вот то, что вы видите, всю эту перспективу. Настолько плотно заставили, что людям из метро идти к нам было вообще совсем узко и неудобно. В итоге, даже зимой люди падали, барсеточники там всякие грабили и так далее. Чтобы вот этого не было, нам пришлось даже многие вопросы решить через суды в правовом поле, как и положено. Очистить эту территорию и инвестировать сюда более 250 миллионов рублей тогда. Это самая длинная, крытая, охраняемая, с музыкальным сопровождением длинная пешеходная дорога в России. Здесь, в принципе, вот ширина около 5,5-6 метров, а длина около 500 метров. Поэтому здесь, в принципе, это пространство для мам в любое время года, в любой сезон, там, с колясочками, посидеть, погулять. Там есть места, где можно посидеть. И вот сейчас вот весна уже, да, наступила. Скоро здесь будут еще дополнительные благоустройства, очень красивые. Поэтому это такое пространство очень важное. Мы открывали этот проект с губернатором города Валентиной Ивановной Матвиенко. Тогда она была губернатором, я бы сказал, величайшим губернатором города. Мы ее очень любили и продолжаем любить, потому что нам очень многое сделала для этого. Она приехала на 10 минут, сказали по протоколу, значит, у нее только 10 минут. Но так получилось, что когда она вышла из машины, ливанул дождь. Было красивое открытие, она, как всегда, она очень такая острая, как говорится, нам на шутки, на вообще вот всякие моменты. Она говорит, а сейчас мы посмотрим, как у вас тут этот проект реализован, насколько качественно. Протечет крыша, не протечет, но ливень был очень сильный. Ну, конечно, все было блестяще, выдержано. Мы пока шли 500 метров, вот как сейчас, облака рассеялись, солнышко вышло. Мы специально ничего не приглашали жителей города, но на открытие было очень большое количество людей. И мы дошли вот до этого места, как раз вот здесь вот, до этой площадки. И все, там показывают уже время, и так на 10 минут опоздали. Там. Она говорит, нет, говорит, подождите, а мы сейчас с людьми поговорим, пообщаемся. И она подходит к людям, и как будто я их подговорил, они все в один голос начинают благодарить, как замечательно жить в этом районе, как здесь хорошо, вот это благоустройство, и Гранд Каньон и так далее. Валентина Ивановна Матвиенко сюда раза 3, наверное, приезжала, будучи губернатором. У нас здесь есть кинотеатр «Синема Парк», он был самым современным. И оборудование было на тот момент самое современное. Она собирала всех руководителей промышленных предприятий, крупных бизнесменов. И она попросила, чтобы эта встреча произошла именно в Гранд Каньоне. И вот я помню, эту тоже встречу, я тоже помню прекрасно, часа 4 она проходила. Вот она собирала их всех здесь. Это выбор был за ней, знала, что выбрать. Она выбрала хороший. Да, потом она приезжала на открытие пешеходной зоны. Да. Вот она лично разрезала ленточку. Понимала, потому что это, по-моему, даже и сейчас нету, что кто-то частное лицо сделал бы для города пешеходную зону. Нету, потому что всегда город делает, а тут именно он сам. Значительное количество наших посетителей идут от метро, и мы не могли себе позволить, чтобы они шли здесь не через непонятно чего. Поэтому, конечно, и как тогда Валентина Ивановна отметила, эти деньги не были утрачены куда-то там за рубеж, они были инвестированы в благоустройство города, благоустройство района, и чему, значит, жители района, в целом города очень-очень благодарны. Они очень благодарны. И благоустроили. Да, безусловно. Но тогда еще не было памятника Шостаковичу. Вот как вы видите, живые цветы
каждый день возлагаются. Если бы это было бы где-то в центре, непонятно, в каком-то таком, я не знаю, там, проходимом месте, наверное, не было бы цветов, никто не следил бы. Здесь всегда чистота, всегда порядок. Я считаю, что вот по оценке даже вот сына Дмитрия Шостаковича, это тот случай, когда отец на 100% похож на себя после его ухода из жизни. Поэтому я считаю, что гениальная работа. Если вы обратите внимание на руки, на пальцы величайшего композитора, он продолжает сочинять музыку, он продолжает жить, творить, созидать для всех нас. Сделали так, чтобы все вот здесь проходящие там слышали композицию Шостаковича с 9 утра до 9 вечера. Это вот такой вот, еще раз можно сказать, что Дмитрий Дмитриевич, он и вот здесь, в этом пространстве, в этом мире продолжает просвещать людей, развивать людей. Я считаю, что это очень здорово. И, конечно, и молодежь действительно там просвещается, и что является на самом деле универсальной основой. Историю про сына, о том, какие были его эмоции, когда сняли. Вот. Этот проект мог не состояться, так как на конкурсе городском, который мы проводили, все, значит, великие, значит, они хотели, чтобы памятник появился в центре города, в каких-то скверах и так далее, где Шостакович жил, бывал. Но были высказаны аргументы серьезные, что есть улица Шостаковича, и памятников может быть сколько угодно, но мы полагали, что памятник Шостаковича имеет право находиться на улице Шостаковича. Вот. Мы были убедительны, мы, можно сказать, в этом смысле выиграли Победили, эту историю. Да. На открытии было несколько поколений семьи Шостаковича. Был сын, вся семья из Парижа приехали, был праправнук Грудничковый совершенно. Было очень большое количество людей. Когда мы сняли полотно, сын попросил, можно я папу обниму? Вот он поднялся, он туда встал, обнял папу, и минут 10 он вот в таком состоянии бездыханном, можно сказать, вот, в объятии отца находился. Потом в слезах, весь в слезах спустился к нам, и журналисты подскочили. Говорят, а что, что-то не так? Нет, говорит, как раз все так. Это первый раз после ухода отца, когда он на 100% похож на папу. И он выразил огромную благодарность всем, кто работал над этим, особенно скульптору, потому что скульптор жил, можно сказать, в семье, он постоянно общался, он перебрал. Но это очень талантливый человек. Прежде чем создать кого-то, нужно прожить его жизнь, можно сказать, да, детально изучить. Это как раз является, я считаю, очень интересным и очень важным таким примером, как нужно относиться к истории, как нужно относиться вообще к любому произведению, то, что мы делаем, то, что мы создаем. Здорово. Мы рады, мы счастливы, народ очень благодарен. Вот такая история находится здесь. Но есть не менее интересные скульптурные работы на территории. Ну вот мы продолжили свое творчество, и мы продолжили такую вот, скажем так, культурную составляющую Санкт-Петербурга на другой стороне улицы Шостаковича. Мы, по сути, продолжили вот эту историю музы, да. Мы создали 4 нимфы, которые изображают времена года. Проект называется «Времена года». Давайте сходим туда, посмотрим. И здесь тоже музыка, да, играет? Здесь всегда играет музыка, причем и играет классика, композиция. Здесь всегда есть... Вот сейчас оно как бы ровно работает, еще холодно. Да. Чуть-чуть попозже все запускаем, перезапускаем, и дальше... эта вода работает в цвете, в разных радужных цветах. Ага. Каждый фонтанчик работает, соответственно, с нотами в композиции. Подыгрывает, да? Да, она как бы прыгает, танцует. Фонтан танцующий. Причем не просто танцующий, но одновременно и меняет цвета. Поэтому это такое вот произведение, я считаю, что гениальное. Костя, огромное спасибо. Здесь на самом деле большая, серьезная инженерная работа проведена.
Так как, в принципе, Гранд Каньон – это прежде всего о жизни, о пути развития человека, о пути развития детей. Поэтому мы всегда закладываем в каждом шаге ответы на вопросы, что нам нужно на этом пути делать. Чтобы создавать вообще в целом каньон, я работал с разными архитекторами, известными в городе, в России. К сожалению, на тот момент я, потратив огромные усилия, огромные средства, эмоции, не смог с архитекторами местными создать то, что хочется создавать. Это путь, чтобы найти истину, нужно разные пробовать разные возможности и понять. И действительно очень сильно повезло, что меня познакомили с выдающимся архитектором, который возглавлял европейское отделение крупнейшего в мире архитектурного бюро Генслер. Я как раз с ним вот работал, он писал, несмотря на то, что он иностранец. Вот мы начали как раз от метро. Я ему рассказывал то, что люди должны ощущать. Первый взгляд сюда, что они увидят, какие эмоции должны вызывать, какие формы, какие цвета. И с каждым шагом, приближающим к каньону, я вот рассказывал, какие эмоции должны быть. Все это он писал, внутри что должно быть. Это поразительная такая вот история в жизни, когда на 98% он попал, вот просто вот попал вот в десятку. То, что он немножечко не так сделал, он нарисовал внутри звезды. Я ему сказал, звезды нельзя, потому что звезды подсознательно спать. Я говорю, сделай облака. Вот. И таким образом мы подвели там облака это как 100%. Процесс, да? Да, это жизнь. Как же вы во всем вот где ищете смысл, даете этому смысл? Если бы я строил бы, но я же не бизнесмен, поэтому я бы, наверное, построил вот мне какой-нибудь крутой, сказал бы архитектор, вот красиво, держи и делай. Архитектор сделает то, что ему нравится. Мы делаем то, что нравится людям. Не то, что мне нравится, не то, что архитектору нравится. То, что нужно людям. То, где они хотят жить. То, что станет частью их жизни, их образа жизни. Более того, что касается Дивного города и Гранд Каньона, проект должен менять в лучшую сторону человека. Не то, что он сегодня пришел, ах, ох, как здорово, а завтра все закончилось. Человек должен, извините за слово должен, чтобы у человека была возможность в течение нескольких лет, многих лет, 10 минимум и больше, чтобы он каждый день что-то для себя новое открывал. Поэтому интеллектуальная составляющая проектов, они должны быть очень глубокими. В этих брусчатках написано, это мир написано, в переводе мир. Ну вот на разных, Дуния и так далее, но и по-нашему тоже написано. Значит, дети оберегают мир, взявшись за руки. Вот это все светится. Ночью очень красиво, очень хорошо видно. Вот здесь мы оставили, чтобы дети становились в круг вместе со всеми. И таким образом, когда они становятся, у них все равно проходит такой импульс. Импульс, что и я тоже вместе со всеми остальными детьми оберегаю и охраняю мир. То есть импульс ребенка, что это правильно, что так нужно. Да, быть частью всего этого. Видишь, затерто все. Часто фотографируются, дети трогаются, что материки цвета. Вот, во-первых, да, это все вот именно вот так продумано. Новое. И все дети, значит, всех народов мира. Здесь играют песни, самые известные песни, детские песни всех народов мира. Это вот такой вот, я бы сказал, символический, очень монументальный вот такой вот смысл здесь заложен. И вся вот эта композиция, она, конечно, очень серьезным образом настраивает детей. Им очень весело здесь. И самое главное, еще очень такое, дети очень любят касаться воды. И все сделано для того, чтобы дети не поранились, они постоянно, вот, они очень любят вот, касаться воды. И специально так сделано все. То есть все продумано. Здесь они не пачкаются,
Они могут близко А подойти. здесь поиграться можно. А здесь они играются, да. Здесь дети могут так поиграться, как здесь. Обычно они падают в бассейны, как Да, играют. да. Ну и здесь, как видишь, голубь мира. Как бы вот это послание. Да. Да, послание старшим беречь мир. Муса Хабалич, мы видим еще одну скульптуру, она очень интересная. И первое, что я увидел, когда уже выходил оттуда, любимый герой всех кавказцев, это Нарцисс Рукла. Да. Как это появилось здесь? Сама технология, которая заложена в Гранд-Каньоне, началось там с гор, с ущелья, с того пространства, с того ландшафта, где мы выросли. Все народы имеют своих уникальных героев. И Нарцисс Рукла у нас является символом движения вперед, символом для детей, для молодежи о том, как нужно любить свой народ, как нужно защищать, нужно оберегать. И вот символ того, как наш герой достает звезду для того, чтобы освещать путь семьи, путь своего народа. Мы вот как раз решили, что наш герой Нарцисс Рукла является очень нужным таким дополнением к той философии, которую мы здесь развиваем. Нам нужно всем учиться вносить тепло в дружбу, тепло в семью, тепло в обществе. Мы хотим, чтобы дети, проходя мимо, останавливаясь, проходя подсознательно даже, они впитывали, я бы сказал, ту толику нашего великого героя в себе и подсознательно хотя бы, а потом уже сознательно старались бы быть похожим на него. Следовали ему. Поэтому нам нужны вот очень красивые символы, формы, через которые мы передаем историю, культуру и усиливая, обогащая традициями и культурой, народ становится настоящим, искренним, сильным, то, к чему мы все вместе стремимся. Мы делали эту композицию в течение года. Опять же, Константин Гарапач. С тем самым знаменитым. Да. И, кстати говоря, мы даже тут немножечко подключали там и других очень известных друзей, потому что здесь своя специфика. Вот. Мы брали там одежду абхазскую, ну и вот такое вот стремление ввысь, стремление вперед. Когда-нибудь, если народ захочет, чтобы в Абхазии была такая скульптурная композиция, я думаю, что мы воплотим. Воплотите? Да, такое, скажем так, желание народа, общества в жизни. Причем с удовольствием. Говоря о территории развития Гранд-Каньон, для нас, представителей абхазо-базинской диаспоры, молодежи в целом, важно видеть не только масштаб этого пространства, но и то, что за ним стоит человек с огромным сердцем и глубоким пониманием своей культуры. Муса Хабалич Игзеков не просто успешный предприниматель, он меценат, который делает все, чтобы традиции нашего народа жили и развивались. Гранд-Каньон — это история не про торговый центр, это история про настоящую территорию развития, про настоящий культурный кластер. Здесь регулярно проводятся выставки, открываются новые скульптурные композиции, в том числе вдохновленные нардским эпосом. Создается среда, пропитанная глубоким уважением к истории и культуре. Именно благодаря поддержке Мусы Хабалевича здесь, в Гранд-Каньоне, в 2019 году был создан танцевальный ансамбль «Абаза». 2 раза в неделю ребята занимаются в прекрасном оснащенном зале, изучают национальные танцы, постигают ритм и пластику, заложенную в нашей традиции и культуре веками. В коллективе более 40 человек. Это абхазы, абазины и даже представители других национальностей, которые проявляют большой интерес к нашей истории и культуре. Для нас это живой пример того, как бизнес может служить сохранению традиции, становясь пространством для творчества и единства. Я являюсь студентом 3-го курса Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. Танцую я с 7 лет. Начал я ходить в ансамбль «Афуртын» под руководством Льва Кедзеба. После того, как переехал сюда,
на учебу, мне предложили занять такую должность, я не отказался. Рад сегодня заниматься с ребятами. В нашем коллективе около 40 детей. Занимаются дети разных национальностей Кавказа. И абхазы, и абазины, и с народов Дагестана есть, кабардинцы, и все наши братские народы. Вообще наш ансамбль существует больше 5 лет. В ближайшее мероприятие нас приглашают выступить в Питере. Проводится День Абхазии. Нас туда приглашают, мы обязательно примем там участие. Кроме того, при поддержке Мусы Хабалевича нами создана фольклорная группа Союза творческой молодежи Апсына. Здесь мы учимся играть на народных инструментах, поем старинные, народные и современные песни на родном языке, погружаемся в глубину нашей музыкальной традиции. Ребята за короткий промежуток времени успели выступить на различных городских фестивалях, престижных международных конкурсах и были удостоены призовых мест. Несомненно, это достижение, но самое главное — это доказательство того, что наша культура жива, она развивается, она очень интересна молодежи. Муса Хабалевич и вся наша команда делают глубокий упор именно на культуру, потому что понимаем, без сохранения традиций, без сохранения идентичности говорить о будущем народа невозможно. Поддержка Мусы Хабалевича — это не только про финансовую помощь, это создание пространства, где каждый может расти, творить, создавать, быть частью большой древней, но при этом живой и устремленной вперед традиции. Муса Хабалевич, в этой части беседы я хочу больше о вас как о личности узнать. Начнем мы, наверное, с вашего прошлого. Как вы попали сюда, в Санкт-Петербург? Помните, наверное, очень хорошо эти дни. Конечно. Да. С чего вы начинали? Учеба. По учебе вы сюда приехали или Учебе, да. жить уже? Да. Давайте начнем с этого. Не, жить мы душой и сердцем всегда живем в горах, в родных селах. Очень хотелось получить хорошее образование, но при этом поехать в город, где можно еще и спортом позаниматься. Кандидат в мастера спорта вы. Мастер спорта по вольной борьбе, вот, по самбо и черный пояс, первый дан по айкидо и так далее. По сути, был выбор между Москвой и Санкт-Петербургом. Так как мне больше информации было по Санкт-Петербургу и говорили, какие люди здесь живут, добрые, замечательные, ну, долго не думал. Приехал в Санкт-Петербург. Город, конечно, с первых минут, с первых мгновений влюбил в себя. Сразу принял город, да? Принял. Мое сердце принял очень тепло город, и город меня принял очень здорово. Это, конечно, эмоции, которые не забываются. Поступил в очень серьезный вуз, химико-технологический институт, окончил кафедру стекла. Вы химик, да? Инженер-химик-технолог называется. Инженер-химик-технолог. По профессии вот в советское время было здорово, что нужно было 3 года отдать стране за то, что бесплатно учили, давали знания, давали опыт. С огромным удовольствием работал на заводе химико-лабораторной посуды «Дружная горка». Ну, все это время, естественно, занимался очень активно спортом. Это как воздух, естественное такое состояние. Каждый день, каждое утро, каждый вечер. И потом поступил в аспирантуру на эту же кафедру, защитил кандидатскую диссертацию. Это после 3 лет, да? После 3 лет, вернулись да. в Петербург. Но все это время, конечно, вот уже в 90-е годы активно занимался бизнесом. Постоянно в Питере такой замечательный климат, такие замечательные люди, что все время хочется созидать, творить. И что я продолжаю делать по сей день. А вот вы говорите, уже активно занимался бизнесом. Как тогда это небольшой, наверное, да, бизнес был? Чем вы? Ну, все равно тогда как такового большого бизнеса не было и невозможно было сразу начинать. Тогда называлось там коммерцией, да. Было производство, опять же, изделий из стекла по специальности. А ваши родители, кто они по профессии были, чем они занимались? Отец работал главным бухгалтером в совхозе «Красновосток». «Красновосточный совхоз» назывался. А мама работала мастером в цехе в районном центре в Чайкень. Семья большая была у вас? Семья у нас 2 брата, 2 сестры. Ну и, конечно, очень много двоюродных братьев, двоюродных сестер, троюродных. Семья огромная. Для нас же нету этой границы, там, двоюродные, родные. Там,
все родные. Да. Но вы побили рекорды своей личной семьи, да? У вас 6 детей. Да, 6 детей. 6 Да. детей. Это мальчики, девочки. 2 богатыря, 4 красавицы. После того, как вы уже отучились, аспирантуру окончили, когда начался вот этот процесс, когда вы и спорт уже оставили, да? Спорт вообще никогда нельзя До оставлять. сих пор Конечно. ты занимаетесь спортом? Ваше Безусловно. утро начинается именно с зарядки, да? Ну, каждый день, конечно, зарядку делаю, но каждый день есть тренировка. А вообще давайте про расписание ваше поговорим. Вы сами его составляете, вот, допустим, с утра Конечно. встаете. Для вас самый идеальный день это какой? Там, где нет работы, или наоборот, там, где есть встречи, переговоры, работа? Каждый день является самым идеальным днем, потому что мы его пишем как историю. Мы его создаем, невозможно сказать идеальный, не идеальный. Ты пишешь задачи, ты их реализовываешь. Какие-то, может быть, откладываются, естественно, да, что-то удается, что-то не удается, но неважно. Есть, знаете, путь, есть движение. В любом случае, каждый день что-то прибавляется в программах, в делах, что дает очень хорошее настроение, когда спина крепкая. Без команды вообще невозможно никуда двигаться. Поэтому во всех направлениях есть замечательная профессиональная команда. Я считаю, лучшая, если говорить про команду Гранд Каньон, то есть это лучшая команда в городе. Причем у нас же есть и консалтинговая компания, и охранное предприятие, и команда, которая эксплуатирует, команда, которая управляет. То есть мы профессионально сегодня можем брать любые проекты в сфере бизнес-центров, гостиниц, там, логистических центров и так далее. То есть мы можем описать любые процессы, программы и написать программу развития конкретно каждого бизнеса. Поэтому команда очень хорошая, они вдохновляют, они дают уверенность, дают силу. А это возможно только когда есть очень четкая сплоченность, очень четкие задачи, где видна роль каждого персонально, и эффективность каждого персонально. Вот эта вот прямая обратная связь позволяет персонально каждому человеку ощущать, в хорошем смысле этого слова, взгляд сверху, со стороны. И это как в советское время, знаешь, нужно было проявлять лучшие качества. В данном случае тоже, когда в таком состоянии человек работает, то он естественным образом стремится сегодня быть лучше, чем вчера. Вы уже очень давно находитесь в работе, естественно, меняется поколение, меняются люди, с которыми вы сотрудничаете. Как вы вот, учитесь новому, обучаетесь новому? Откуда черпаете вот это все информацию? Сами вызовы ставят четкие конкретные задачи с тем, чтобы уже вот в новых реалиях там не только быть как все, нет. Как все, перспективу не дает. На каждом этапе нужно стараться быть лучше. А вот когда вы как личность вот уже формировались после подросткового возраста, есть кто-то, кто на вас очень сильно повлиял? Может, какие-то наставления, которые вы до сих пор вспоминаете? Формирование личности, на мой взгляд, фундаментом формирования является культура в семье, культура народа, культура, которая формирует взгляды на разные вопросы в жизни. Если с детства ребенок четко понимает грани культуры, ее возможности, то он очень уверенно двигается вперед, потому что он видит дороги. Внутренняя культура подсказывает, что можно, что нельзя. И когда ты то, что можно, делаешь красиво, в соответствии с твоей культурой, то общество с таким удовольствием воспринимает это все. Ты вносишь свои краски в это общество, ты вносишь свое тепло, свой комфорт, вносишь уверенность внутри этого общества, опору, надежность. А вот есть что-то, чем вы пожертвовали, когда вот вы, не знаю, начинали свой бизнес и прочее, для того, чтобы все это состоялось? То, что вот сегодня вы сказали бы, ну, вот если было бы там 25 лет, 30 назад, я бы обязательно это сделал бы, но не пожертвовал. Знаешь, в чем удовольствие? Я вообще ни о чем не жалею, что было. Все, что Абсолютно. есть, то, что есть. Да, и причем я хочу сказать всем, не нужно жалеть ни о чем, особенно о тех ошибках, которые совершены. Ничто так не развивает человека, как ошибки. Вас ошибки не огорчают, да, если вы... Наоборот, послушайте, ну, не ошибается тот, кто
не двигается вперед, не движется, да, и ничего не делает. Но ошибки усиливают, укрепляют человека. Он не боится, он не переживает, наоборот. Ошибся, отлично. Уперся сюда, невозможно. Но я теперь знаю, что сюда не надо ходить. Здесь огромная скала, там ее так не преодолеть. Значит, уже выбираешь другой путь. Это твоя школа, это твоя личная школа. Это, на самом деле это круто, это очень здорово. Ну и, конечно, физическая культура и спорт формирует очень сильно дисциплину. Ну и настроение, эмоции, потому что в хорошей физической форме ты, по сути, всегда готов в любое время дня и ночи там, встать и двигаться вперед. Ну, вот мы говорили про спорт, что вы никогда не оставляли его. Чем, например, сейчас вы занимаетесь? Сейчас я занимаюсь активно очень, близко к профессиональному, стендовой стрельбой. Стреляю по тарелкам. Сейчас кандидат в мастера спорта. Думаю, выполню мастера спорта скоро. Вот. Но я недавно занимаюсь этим, около 3 лет. 3-4 раза в неделю, где-то по 3 часа. В остальные дни я занимаюсь айкидо. Айкидо называется реальное. Это уличное, можно сказать, айкидо. Мне безумно нравится и то, и другое. Значит, айкидо в особенности, потому что все движения, которые заложены в этом виде спорта, развивает очень гармонично, всесторонне развивает. Движения очень красивые, движения очень неформальные, они очень такие вот эффективные. Помимо того, что вы занимаетесь спортом, вы еще поддерживаете тех, кто занимается спортом. У нас в Абхазии по вольной борьбе, благодаря вам, все это начало возрождаться. Да, уже сколько там, 18 лет, где-то около 18 лет. С Сергеем Васильевичем Багавшим мы поговорили и приняли решение о том, что будем активно это направление развивать. Руководство помогало ремонтировать помещение, где можно положить ковры. Где-то около 20 адресов, где, значит, есть секции вольной борьбы. И это порядка плюс-минус в разное время по-разному, около 40 тренеров. Ну, активно начали очень последовательно развивать. И сегодня на постоянной основе занимается порядка 800 учеников, маленьких спортсменов. Через эту школу прошло уже 1000 ребят тоже. Как известно, один спортсмен с определенными установками к жизни может влиять на несколько ребят, одноклассников, друзей там во дворе в позитивном русле. Поэтому я думаю, что эта школа, эта работа тоже внесло и продолжает носить очень много позитивных составляющих в развитии молодежи. Все знают, сколько Хабалич делает для вольной борьбы, но это была такая тоже красивая история. Сидели они с Сергеем Васильевичем, и Муса Хабалич говорит: Сергей Васильевич, я, говорит, сам, говорит, занимаюсь вольной борьбой, и у меня, говорит, очень много, говорит, знакомых, друзей, говорит, абхазов именно вольники. Я, говорит, хочу, говорит, помочь вольной борьбе здесь, развить ее, все. И Сергей Васильевич говорит: знаешь, говорит, Муса говорит, это не такой массовый вид спорта, куда могут пойти, здесь больше к футболу, к баскетболу, там, девочки к волейболу. А Муса Хабалич говорит: Сергей Васильевич, поверьте, от 800 до 1000 детей, говорит, за год пойдут. И Сергей Васильевич: не знаю, говорит, Муса Хабалич, но если, говорит, это будет, я, говорит, тебе обещаю, что борцовский зал появится в Сухуми. Я помню, Муса Хабалич пригласил сюда с Абхазии Леонида Боджгова, Раша Хутаба, Джарназа Бения, Дзуку Бения, по-моему, тоже был. И здесь в Питере тоже наши вольники есть. Мираб Харчевава, Борис Джергения. Вот здесь Хабалич нам дал помещение. Кормить, поить, говорит, буду, пока, говорит, не решите, чего надо, какие первые шаги делать, как сделать этот вид массовым, говорит, пока не напишите попунктно, как бы сидите здесь. За 3 дня расписали все, написали, как, с чего начинать надо, что первое необходимо. И пошла работа, и первая партия были 15 ковров борцовских, которые отправились в Абхазию. Были еще эти тренировочные, как чучело в виде людей, на которых там приемы отрабатывали. И вот я помню, там детишки там встречали, разгружали эти ковры, начали собирать тренеров по районам. Это уже там Рашхутаба занимался, Леня Боджгова. Все, и пошло, там даже и год не прошел, там уже сразу там 800 детишек набралось. И вот в один из приездов Муса Хабалич, Сергей, говорит, Васильевич,
Говоря, уже, говорит, 800 там метод, хотите, говорит, список прям пофамильно. Вот так руки поднял, все, говорит, залу быть. И вот к «Спартаку», вот спортивный комплекс «Спартак», что в городе на Красном мосту, к нему то, что появилась стройка, да, отдельная, где это зал борьбы, это вот именно результат вот этого пари. Но Победы. бедный Сергей Васильевич не успел, но было заложено, при нем как бы началось. Доделать. То есть, да, каждый сдержал свое слово. А какие еще направления в Абхазии? Вот при Багапше, может быть, еще вы начинали и продолжаются сегодня. Это без Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. Лично ваши, которые были внесены в ваши инициативы. Вот у меня в команде есть такой замечательный человек, как Алхас Берулава. Это служба безопасности, да? Да, значит, он технически там все это выполнял, то есть мы вместе сделали очень много проектов благотворительных. Кроме того, что мы часто очень содействуем ученым, изданию исторических и не только исторических книг. Вот. Ну и там, в лечении разных видов проблем медицинских, так как в Петербурге очень сильная школа медицины. По Абхазии идем, очень многие подходят и благодарят за что-то. Я уже не знаю там за что, я даже часто не знаю, кто. Ну, я ребят спрашиваю, они потом напоминают. Идет определенная поддержка, в разных направлениях, в разных отраслях. Всех не вспомнить. И я вообще, честно говоря, об этом не люблю думать. Для Мусы Хабальевича вообще, когда он слышит там что-то о больном ребенке, нужна помощь, там даже не обсуждается. Все, дальше не говорите, что надо, еще и встретьте, устройте, все, что надо делать. И такого было очень много, о котором даже он не говорит, не вспоминает, но оно было. И не только для детей, и для инвалидов, и для обычных больных. Все звонили, все просили, и всегда как бы ко всему все со вниманием, все, что в силах, все делалось. А по поводу Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. Как работает в Абхазии? Вы часто туда приезжаете по проектам, которые они организовывают? Часто не получается. Когда есть возможность. Когда есть возможность, я приезжаю. Команда очень хорошая, очень профессиональная. Каждый в своем направлении, я считаю, что один из самых, я бы сказал, подготовленных, один из самых продвинутых. По сути, мы поднимаем все направления, все сферы жизнедеятельности. Ребята активно взаимодействуют с министерствами, с ведомствами. Работа идет каждодневная, работа идет очень нужная и необходимая. Главная задача, как заложено вообще в нашей программе, это сохранение этноса, сохранение языка, сохранение культуры, сохранение нематериального наследия. Все, что может помогать нам сохранить свою идентичность. Конечно, не зная прошлого, трудно, говорит, смотреть вперед и двигаться вперед. Но если голова все время будет повернута назад, ты и не будешь видеть свое будущее, свою перспективу. Нужно об этом знать, но смело нужно смотреть в будущее. Вот чему мы вместе в команде взаимодействия со всеми жителями сел и городов Абхазии мы занимаемся. Возглавил Муса Хабальевич ВАК. Конечно, тоже все не сразу было легко и просто. Возникали какие-то там вопросы, где-то какие-то недопонимания. Но все это утряслось, все прошло как надо. И вот вы видите, сегодня ВАК тоже какую работу проводит в Абхазии. Тоже уже систематизировалось как бы все. То есть все это уже приобрело систему именно ту, которую хотел Муса Хабальевич. Есть программа, есть как бы бюджет, есть чего как делать. То есть все это было систематизировано. Абхазию вот через 10, наверное, мало, 15 лет. Какой конкретно вы ее видите? Вот в вашей голове. Я вижу, что все, что вы думаете, все воплощается. Я скажу, какой бы я хотел видеть Абхазию. Я бы хотел бы видеть прежде всего очень крепкую молодежь, очень сильную молодежь, хорошо образованную молодежь, которая легко говорит на родном языке, сохраняет свою идентичность, свою культуру, любит свою культуру. Причем это непринужденно, а естественным образом. Конечно же, много детей на улицах. Без этого вообще невозможно. Хорошие, крепкие законы, вот такое вот устойчивое государство, которое соответствует всем самым современным требованиям, современным вызовам. Очень развитое,
общество, гармоничное общество, где действительно преобладают апсвара настоящие. Чтобы все те, кто приезжают к нам, они восхищались культурой, гостеприимством, чистотой, порядком, надежностью, безопасностью. Все вот эти качества, они возможны, если будет согласие общества, власти, и будет очень качественное взаимодействие. Мы должны научиться наконец-то говорить честно, только открыто и только в лицо. Карачаево-Черкесская республика, вы там вице-спикер, занимаетесь этой деятельностью. Расскажите, пожалуйста, с вашей деятельностью в Петербурге, это не мешает одно другому? Как вы сочетаете все это? Как часто вы там бываете? Ну, Карачаево-Черкесия, в первую очередь, я пацан из села. Вице-спикер это в последнюю очередь, наверное. Ведь в Карачаево-Черкесии тоже все села вовлечены в процесс такой серьезной трансформации, такого созидательного пути. Совершенно мощнейшая команда лошары, которая также очень успешно взаимодействует со всеми структурами власти, и не только на республиканском уровне. Поэтому там мощная динамика. Если говорить про будущее, мы говорили, да, что и как. Сейчас всю работу, которую мы делаем давно, уже около 20 лет, показывает, что идет некое такое перерождение. Молодежь становится другой. Это фантастика в хорошем смысле этого слова. Мы восхищаемся, мы видим, что ребята нацелены на конструктив, ребята хотят жить достойно. И самое главное, они понимают, что для этого нужно, какими качествами нужно обладать. И мы вместе вырабатываем эти качества. Там колоссальное волонтерское движение. И вот ребята раскрываются там каждый день им становится лучше. Вот. А что касается парламентской работы, то же самое, как и везде. У меня очень хорошая команда помощников. Мы готовим законы новые, и мы их, скажем так, защищаем в парламенте. Парламент поддерживает, эти законы уже работают. Сегодня около 40 законов новых за один созыв. И вот сейчас вот во втором созыве там где-то год-полтора прошло. За все это время вот порядка 40 новых законов, которые очень успешно работают. И я убежден в том, что мы будем продолжать очень активно в этом направлении работать. Ну и, конечно, активно отвечаем на там, проблемы, вопросы, значит, которые есть у населения. Это такая вот просто хорошая, качественная, системная работа. Надо отдать должное, что парламент, вся администрация республики, сам глава республики очень активно работают в создании тех новых законов, новых вот, возможностей для населения. И в этом плане мы, конечно, очень гармонично работаем. Что мне позволяет в этом направлении смотреть еще, говорится, там, уверенно. Муса Хабалич никогда, конечно, не забывал про свою родину, Карачаево-Черкесию. Первые годы я вообще прекрасно помню, и как эти программы писались, очень долго писали, все это Хабалич читал, что-то вычеркивал, это не то, это не так, это не в общем, эти нервничали, но они тренировались. Сегодня многие из них уже работают в государственных учреждениях, то есть такую школу прошли. А потом уже начал вовсю работать лошара, ребята, коллектив. Конечно, многое поменялось в этом коллективе, но костяк был, цели были, и все это пошло. И потом пошли День народа Абаза и абазинские спортивные игры. И то есть там вовсю все пошло, и во всех селах. Практически в то время в каждом абазинском селе был. Вот, и видел, что было, и потом во что все превращалось. И дома культуры, которые Хабалич ремонтировал, и группы, которые там создавались, народного ансамбля, там барабанщиков, все это прошло через его помощь. То есть там помощь была оказана и оказывается колоссальная с его идеями. Как он всегда говорил, не рыбу надо давать, а удочку. Вот он удочку всем и давал. А кто как воспользовался, уже как бы... Ну, большинство все шикарно прошли, все проекты. Мы очень долго с вами беседуем, но постоянно вижу, что вы все это вовлечены. И здесь, и в Черкесске, и в Абхазии. Было ли такое, что вы прям уставали? Хочется вот все оставить, начать такую спокойную жизнь. Вот как вы говорите, я пацан из села. Вернуться в это село, жить там,
такой обычной сельской жизнью? Наверное, каждый человек устает. Я, наверное, меньше всех устаю в этом смысле, потому что, если можно будет, я очень требователен к словам. Вовлеченность, я так немножечко симпровизирую. Хорошая музыка, дискотека, все танцуют, я тоже пришел танцевать. И я в таком динамичном движении. А в данном случае мы все живем внутри, очень сильно внутри всех этих процессов. Мы через свои ощущения, через глубокие такие нейтроны, мы пропускаем все через себя. Это что значит? Это значит, что мысли настолько светлые, настолько добрые, что через эти мысли текут потоки энергии. Потоки энергии идут от Всевышнего, от наших ангелов-хранителей. Они дают нам импульсы, они дают нам эти знания, это видение. А мы, как проводники всех этих процессов, чувствуем себя вполне комфортно, вполне, я бы сказал, позитивно, эмоционально. Конечно, общественная работа, она намного сложнее, намного тоньше. Если в бизнесе ты четко можешь там планировать, можешь четко там отмерить там всевозможные графики, динамики и так далее, то в общественной деятельности, если ты действительно хочешь получить нужные, достойные результаты, чтобы человеку стало лучше, чтобы человек изменился в лучшую сторону, приобрел уверенность в завтрашнем дне, и не только приобрел уверенность, а еще он пишет историю завтрашнего дня. То есть он уверенно там двигается вперед. А наша задача в этом. И мы такую сложную работу ведем. Ни в одном институте этому не учат, скажем так. Да, там, вести людей по пути через создание специальных программ, через вовлечение общества в эти программы и трансформация людей там, в лучшую сторону. Это сложный, но он очень необходимый, очень важный путь. Если говорить про усталость, каким-то удивительным образом сочетается состояние любви к тому, для кого ты делаешь, для чего ты делаешь, с чем ты идешь к людям. Обратная реакция людей очень позитивная, очень добрая. Оно как бы дает некое какое-то перевоплощение. Вроде как устал, а через 5 минут нету этой усталости. Меньше всего, честно говоря, об этом думаю. А вы в воспитании своих детей, какой вы? Жестокий отец или там запрещающий? Конечно, не жестокий, слушай. Хороший, все разрешает. Какой из этих? Конечно, есть баланс. Что-то разрешается. Есть вещи, то, что категорически запрещается. А есть вещи, которые, вопросы, которые, они абсолютно нормальные. У меня в детстве дедушка и бабушка воспитывали, там мама по мере возможности, но папа нет, потому что папа нельзя было нас и обнимать, и там прижать и так далее, там обычаи. Но я нарушил эти обычаи. Здесь в городе, там я детей обнимаю, целую, хорошо это или плохо? Я не знаю. Но при этом, конечно, в доме мы всегда говорим только на родном языке. Только на родном языке получаю ответы. И через такую простую установку дети прекрасно говорят на родном языке, причем нету такого, что что-то не понимали, что-то. И еще и пишем. Друг другу пишем сообщения всегда только на родном языке. Это как одна из таких важных установок, так как язык народа – это вся палитра истории, красоты народа, красоты каждого человека. Русский язык великий, безусловно, я очень люблю русский язык, очень люблю историю, я очень сильно люблю литературу, и вообще русский язык всех нас объединяет в одну большую единую семью, и мы счастливы в этом. Но при этом мы являемся частью богатства России. Мы не хотим терять эти важные корни, на котором стоит вся страна, на котором стоит народ. Поэтому
Если кто-то думает, что зачем все равно там на русском и так далее. Ребята, вы, теряя свои корни, вы становитесь неустойчивыми. Не менее, а неустойчивыми, я бы так сказал. Но где это аукнется, жизнь покажет. Потому что это же знание. Что такое культура? Это, по сути, ответы на вопросы, как правильно жить, как правильно общаться, куда правильно двигаться, куда лучше не двигаться и так далее. Вот культура – это и есть образ жизни наших предков, и тысячелетиями благодаря этой культуре, традициям, выживали в разных ситуациях. И благодаря этому мы живем сегодня. Самое большее и самое главное, что мы должны сохранять, это наши корни. Хорошие корни, хорошие плоды. Красивое дерево. Устойчивое, красивое дерево. Никакие ветра, никакие проблемы, никакие холода никаким образом не испортят это дерево. Наоборот. Что касается немножечко про спорт, сказано, да, в Карачаево-Черкесии, как известно, каждодневная, серьезная, программа действует в каждом селе. И постоянные соревнования. Здесь, это отдельный вопрос вообще, здесь в Гранд-Каньоне порядка 1500 ребят постоянно занимаются, порядка 20 видов спорта. Где мы есть, где бы мы ни находились со своими командами, что в Абхазии, что в Карачаево-Черкесии, что здесь, вокруг нас будет всегда хорошая, здоровая почва в отношениях между людьми, в отношениях развития детей, сохранения семьи, развития семьи, да и в целом комфортное пространство, комфортный мир и уверенный взгляд в будущее, для чего мы и живем. Сегодня состоялась встреча и знакомство с еще одним прекрасным, уникальным человеком, который несет в этот мир добро, уважение и любовь. Такие встречи всегда вдохновляют. Надеюсь, наши телезрители вдохновились. А в скором времени обязательно вас познакомим с еще другими людьми.